Бисмиллахир рахманир рахим, вассалату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Уважаемые зрители, мы продолжаем наши уроки. И сегодняшняя наша тема 107-я сура Священного Корана, сура Аль-Ма'ун. 107-я сура Священного Корана Аль-Ма'ун ниспослана в Мекке, то есть она мекканская сура, состоит из 7 аятов. Давайте вместе сейчас разбирать эту суру по правилам таджвида и правильного чтения. Итак, первый аят. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. Хамза в первом слове «Араайта» 2 раза упоминается буква «Хамза». А как мы знаем, буква «Хамза» очень мягкий звук и нужно произносить мягче. А так как с огласовкой «Фатха» произношение звука «Хамзы» становится как огласовка «Фатха». «Ара-а», то есть мягкий, твердый, мягкий. «Араайта», «Араайта», мягкое. Та-ра твердое. Ара-ай. Ара-ай-та. Та. Та. Ара-ай-та. И уходим таким образом на удвоенный звук лама. Итого получается у нас ара-ай-таль-таль-лади. Вот здесь у нас естественное удлинение в размере 2 огласовок. Получается у нас ара-ай-таль-лади. Идем дальше. Юказзибу. Юказзибу. Вот здесь звуком «за» межзубный. Юказзибу. 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 Удваиваем. И уходим на следующее слово «биддин». Согласовки кесра уходим на даль. Аннулируется, так как солнечный звук. Бидди. Бидди. У даль, в отличие от та, есть интенсивность, которую нужно немножко кончик языка придавить на местонахождение, чтобы получился д, а чтобы не т. Так как дин – это религия, так в данном случае религия переводится в контексте, а если немножко уменьшить давление, получается тин, что переводится с арабского языка как инжир. И поэтому нужно быть осторожным. В произношении биддин. При остановке кесра уходит, переходит в сукун. Вот здесь удлинение биддин. У нас 3 варианта. 2, 4, 6. Какой бы мы ни выбрали, должны соответствовать. Итого получается. Давайте сегодня выберем мы огласовку 4 долготы меры. Итак, получается أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. Идем дальше, второй аят. فَذَلِكَ. Вот здесь «за» между распространенной ошибкой является произношение звука «фа», «фа», «фаза», «фаза». Нет, «фаза», «фазалика». Ударение в размере 2 огласовок, естественно, удлинение. «Фазалика». «Фазалика». Уходим на солнечный звук. «Фазалика аллази». Вот правило во втором аяте то же самое, что в первом аяте. Как Ибн аль-Джазари говорит, «Валлафзу фи назирихи камислихи». Каждое слово произношение в каноническом контексте одно и то же. Ударение в размере 2 огласовок. «Аллази яду». فَذَلِكَ الَّذِي يَدُ. Вот здесь айн. Здесь айн, звук айн удваивается. Удвоение звуков отличается друг от друга. И поэтому удвоение звука айн, она кардинально отличается от других звуков, как, например, звуков калькала или звуков фрикативных звуков. Айн яду'у. Яду'у, яду'у, яду'у. На местонахождении гортани, айн, останавливаемся и оттуда отталкиваемся. Получается яду'у. Уходим на лям.
Распространенная ошибка, потому что она немножко гортанный звук, так как у многих национальностей отсутствуют гортанные звуки, и она немножко сложновато кажется с первого раза. Но она вырабатывается со временем, с правильным произношением, и оттачивая это произношение с учителем. Итого получается «яду'уль ятим». Не «я». Звук «я» всегда мягкое. «Ятим». При остановке уходит сукун, и мера долготы у нас 2, 4, 6. И получается فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ. Третий аят. وَلَا. Вот это удлинение обязательно в размере 2 огласовок, потому что это отрицательная частица. При аннулировании удлинения, вот ударение «валя» отсутствие, если это аннулировано будет, она будет утвердительной частицей, и поэтому нужно быть осторожным, так как очень сильно будет влиять на смысловое значение аята, коранического текста. Получается у нас «валя яхудду». Так как Коран написан на хаттуль насх, на каллиграфическом письме, насх называется, сперва вот нужно смотреть сверху вниз. Сперва выделяем «я», вот «я» с огласовкой, а потом «ха». «Яду». Прошу прощения. «Яхудду». «Яхудду». «Дад» у нас произносим левый край языка параллельно с внутренними коренными зубами, внутренними частями. Это как у нас получается? Если приблизительно вот это край языка, ближе к твердому небу, а если это крайние зубы у нас коренные, с внутренней части и прилегаемся. Яхудду, яхудду. Распространенной ошибкой является вот, вот это делать, никакого правильности в этом нету. Итого получается у нас яхудду, 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 аля. Вот ударение 2 счета. Аля, та, а. Вот после та твердый звук у нас айн, мягкий звук. И нужно обращать внимание, чтобы после твердого звука мягкость не аннулировалась. Таа, чтобы не было таами, нет. Таами, таами. Ударение в размере 2 огласовок. И с огласовки касра уходим на лям, так как лунный звук мим. Таамиль мискин. При остановке аннулируется. Долгота у нас 2, 4, 6. Мы выбрали 4. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. И 4-й аят у нас. Фава. Фава. Нет. Фавай. Фавай. Вот здесь у нас правило идгама. Вот у нас здесь правило идгама. Без назализации. Это называется идгам биля гунна. Назализация без проявления, прошу прощения, ассимиляция без проявления назализации. То есть танвин уходит полностью в лям. Получается у нас фавайлюллиль, люллиль. И фавайлюль, вот с огласовки уходим сюда. Фавайлюллиль мусаллин. Вот здесь мо, чтобы не было, звук о не было. Мусаллин. Мусаллин. При остановке правило у нас одинаково, переходит в сукун, 2, 4, 6, и мы выбрали 4. Получается фавайлюллиль мусаллин. 5-й аят. Аллазина. Аллазина. Здесь у нас, естественно, удлинение в размере 2 огласовок. Аллазина. Хум. Вот здесь у нас правило ихфа. Вот у нас. Правило ихфа. Произношение ихфа подчиняется в твердости и в мягкости последующей букве нуна. Если вот нун у нас здесь сад твердый звук, автоматически ихфа должен быть твердым. Са. Итого получается
ан салатихим. Салатихим. Ударение 2 раза. Салатихим. Здесь са. То же самое, естественно, удлинение в размере 2 огласовок. Гун. А здесь у нас в размере 2, 4, 6. Мы выбрали 4 в начале. Итого получается الذين هم عن صلاتهم ساهون. 6-й аят. الذين. Правило произношения то же самое. Естественно, удлинение в размере 2 огласовок. الذين هم юра. Вот здесь юра. Здесь у нас 4. Или 5, мы выбираем 4, стандартное произношение. Юра, юра. Вот здесь одна из самых распространенных ошибок. Мы знаем, что хамза, звук хамза произносится с огласовками так же, как только сама огласовка. То есть и у. Никакого добавочного звука при произношении с огласовкой никогда не бывает. Итого получается у нас юра, юраун. Дамма, только дамма. Ун. И при остановке у нас сукун, и получается 2, 4, 6. И таким образом юраун. И последний аят на сегодня, 7-й. Ваямнаун. После айна, если она с даммой, нужно быть осторожным, чтобы произношение айна не аннулировалось. То есть ямнаун, чтобы не было. Ямнаун. Ударение здесь в размере 2 огласовок, потому что естественное удлинение. Ямнаунал. Мим, солнечный, лунный звук у нас. И произносим лям. وَيَمْنَعُونَ الْمَاءَ. Естественно, удлинение в размере 2 огласовок. Ун. То же самое, вот это правило, которое сказано было, оно точно так же здесь повторяется. При остановке сукун 2, 4, 6, мы выбрали в начале 4, и получается у нас وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.